Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Кыргызстане стабилизировалась. Отмечается снижение заболеваемости. Новых случаев все меньше и меньше. Но пандемия еще далека от завершения, потому населению необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики и не контактировать с людьми, которые имеют первичные признаки заболевания дыхательных путей. Во всех 79 прививочных пунктах Бишкека продолжается вакцинация против COVID-19. Желающие получить прививку могут выбрать один из 4 имеющихся вариантов вакцины – Pfizer, Moderna, Sputnik Light и Sinopharm. По сегодняшний день у нас охвачено 42% населения первой дозой, 35% населения второй дозой. Вакцинация защищает население от тяжелых форм, от летальных исходов и от госпитализации. Поэтому мы призываем вас своевременно получить вакцинацию против коронавирусной инфекции. Третью дозу, когда мы можем получить? После первичной вакцинации, первой и второй дозы, после 4 месяцев мы уже можем получить бустерную дозу вакцинацию. По наблюдениям специалистов, заболеваемость за последние 2 года снижается к весне, но с середины мая к началу июня снова идет рост. Такой риск есть и в этом году. Решением республиканского штаба с 12 марта в стране отменилось обязательное ношение масок, за исключением учреждений здравоохранения и общественного транспорта. То есть было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в вузах и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, в ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах и библиотеках. В связи с этим число инфицированных может снова возрасти, и единственное спасение – это вакцинация. К нам поступают больные с диагнозом пневмония. Но если есть пневмония, все больные к нам приходят. Потом еще у всех больных бывают сопутствующие патологии в виде острый инфаркт, хронической сердечной недостаточностью, потом неврологические больные после инсультного состояния и даже острым нарушением мозгового кровообращения. Потом еще поступают больные, у которых и хронической почечной недостаточности. Хорошо было бы, если полностью вакцинировались, да? Потому что те, кто получает вакцинацию, они могут заболеть, конечно, но если даже заболеют, они легко переносят. На сегодняшний день созданы благоприятные условия для вакцинации как самому эффективному методу выработки коллективного иммунитета. Для этого необходимо получение вакцины с 70% населения Кыргызстана. Для повышения иммунитета медики дают дополнительные рекомендации. С наступлением весны у многих витаминоз наблюдается, поэтому хочу в качестве рекомендации, чтобы поднять свой иммунитет, нужно будет обязательно все фрукты и овощи вовремя кушать. И если будет хорошая иммунная система, то организм не будет принимать любую инфекцию. Прививка от COVID-19 защитит от тяжелого течения болезни и смерти не только вас самих, но и ваших близких, которым вакцинация может быть противопоказана, в том числе больные тяжелыми заболеваниями и люди с аллергией на какие-либо компоненты вакцины. Медицинские специалисты уверены, вакцинация – это безопасный и самый эффективный способ предотвращения труднопереносимой болезни и спасения жизни всего населения. Рашид Алиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.